В последнее время среди граждан горячо обсуждался вопрос, что с 1 сентября земли начнут отбирать у собственников в связи с их неиспользованием. Действительно ли это так? Официальные разъяснения мы получили в управлении Росреестра по Республике Ингушетия. У государства нет такой задачи – изъять участки у собственников. Наоборот, изменения о законодательстве направлены на защиту граждан, которые являются добросовестными собственниками, но, к сожалению, оказались соседями заброшенных участков. Целью этих нововведений является повышение качества использования земли, чтобы граждане вернулись на брошенные участки, осваивали и использовали их по назначению. Постановлением правительства Российской Федерации номер 826 утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков, то есть те критерии, по которым можно определить, используется земельный участок по его назначению или нет. Этот перечень, он принят в целях реализации уже действующего с 1 марта нового федерального закона 307, которым впервые введено понятие освоения земельного участка и установлен трехлетний срок для приведения земельного участка в то состояние, которое необходимо для его использования. Нужно отметить, что признаки неиспользования утверждены в отношении земельных участков из состава земель-населенных пунктов, садовых и огородных земельных территорий. В частности, для них признаками неиспользования является теперь, если участок больше, чем наполовину зарос сорными растениями высотой свыше 1 метра, деревьями и кустарниками, не относящимися к благоустройству. В течение 5 лет не построено и не оформлено здание, захламлен или загрязнен отходами более 50% от площади. Если срок для строительства индивидуального жилого дома и его регистрации составляет 7 лет с даты оформления прав. Также одним из признаков неиспользования считается, если здание на участке разрушается. Участок тоже считается неиспользуемым и составит нарушение земельного законодательства. К тому же перечень неиспользования земельных участков позволит исключить случаи неверных оценочных суждений проверяющих органов, защитит от необоснованных жалоб, претензий, создаст условия для ответственного отношения к земле. Важно знать, что даже если собственник не принял меры по освоению земельного участка в срок, это не означает автоматическое освоение для его изъятия. Сначала проводятся контрольные мероприятия, и при выявлении признаков неиспользования у правообладателя есть возможность устранить нарушение, так как в первую очередь к собственнику неиспользуемого земельного участка будет принята мера профилактики правонарушений, то есть будет направлено предостережение, в котором будет предложено удалить мусор, хлам, сорняки, принять иные меры по использованию земельного участка. Для всестороннего и полного информирования граждан о вступающих в силу изменениях управлением организовано проведение горячих линий для консультирования граждан по вопросам неиспользуемых земельных участков по телефону горячей линии. Также для направления обращения в Росреестр можно воспользоваться сервисом платформы обратной связи «Открытая служба». Госуслуги решаем вместе. Этот удобный и современный сервис позволит отслеживать ход рассмотрения обращения и ускорит получение ответов. Адам Гуражев, Хасан Евлоев, Магаз 24.